الله أكبر الله أكبر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Аль-Кабиратуль Хамсун, 50-й грех, Адиятуль муслимина ва шатмахум. Причинять вред мусульманам и поносить их. Аллах Та'аля говорит: «Валладина ю'зуна аль-му'минина валь-му'минати бигайри мактасабу, факад ихтамалу бухтанан ва исмам мубина». Те же, кто ю'зуна аль-му'минина валь-му'минат, наносят вред верующим мужчинам и верующим женщинам, бигайри мактасабу, без причины, не за то, что они совершили, факад ихтамалу бухтан ва исмам мубина, то они взяли на себя бухтан, ложь, ва исмам мубина, и явный грех. Те, которые наносят вред верующим своим языком, своим телом, своими делами, своими действиями, своими неразумными решениями. И при этом эти верующие не виноваты в этом, мактасабу, не совершали каких-либо действий, по которым они заслужили бы это, то тот человек, который это делает, говорит, ихтамаля бухтанан, взял на себя великую ложь, совершил ложь и совершил явный большой грех. Также Аллах Та'аля говорит: «Валя таджассасу валя ягтаб ба'дукум ба'да». Пускай ни один из вас не шпионит за другим. Пускай ни один из вас не шпионит за другим, не смотрит, какие он дела совершает, не ищет его недостатки для того, чтобы как-то унизить его. «Валя ягтаб ба'дукум ба'да», и пускай и не говорите, говорит, друг о друге гайбат. Не говорите то, что не нравилось бы вашему брату за его спиной. Аллах Субханаху ва Тааля тут запрещает, а основа запрета — это то, что это является харамом. То есть основа в том, что мусульманину запрещается шпионить, запрещается искать недостатки другого мусульманина. Это основа. И также основой является то, что одному мусульманину не разрешается говорить о недостатке другого мусульманина. Это основа. То есть основа, что это харам. А остальное — это исключение. То, что когда в некоторых моментах пророк, саллаллаху алейхи вассалям, разрешил гайбят и назвал, что это будет в этих моментах не будет гайбятом. Но это некоторые братья берут это основой. А вот этот аят берут, как будто это какое-то исключение. Поэтому то, что является исключением, оно остается исключением. И оно обязательно, у него должны быть свои условия для того, чтобы оно подходило под это исключение, попадало под это исключение. Поэтому нельзя это основой брать. Это слова Аллаха. «Я айюхалладина аману ла ясхар каумун мин каумин, аса ай якуну хайран минхум». Пускай одни из вас, о те, которые уверовали, пускай одни из вас не издеваются, не надсмехаются над другими. Надсмешка упоминанием того, что какой-то оплошность, если совершил, какой-то недостаток, может, какой-то грех, может, совершил. И человек издевается, упоминая эти, может, неуклюжесть, может, рост или другие какие-то качества. Упоминая, иногда люди издеваются
используя эти слова, используя эти вещи над другими людьми. Возможно, говорит, ай якуну хайрам минхум. Возможно, те, над кем издеваются, будут лучшими или являются лучшими, чем те, кто издевается. Потому что мы много чего не знаем, мы много чего не видим и любим спешить с выводами. Это нам присуще, как людям, потому что это дает нам какую-то власть, какую-то гордость, высокомерие. Когда мы начинаем издеваться над кем-то, выискивать его недостатки, говорить про него, то человек как-то поднимает себя в своих глазах. И он начинает забывать то, что у него тоже недостатки, то, что он тоже человек, то, что он подвержен многих недостаткам, то, что он во многом чего нуждается, то, что он родился невежественен, и поэтому очень много ошибок совершает, и то, что он сам не идеален. И это забывается посредством того, что если человек привыкает выискивать недостатки другого человека, или рассказывать про это, или издеваться над этим, смеяться над этим. Надсмешка над чем-то, над каким-то грехом, оно не приводит к избавлению от этого греха. Оно не приводит к избавлению от этого греха. Поэтому люди иногда говорят, для того, чтобы люди сторонились этого человека, потому что он совершает такие-то грехи там. Но при этом, даже если можно увидеть, что то, что они говорят, это не является тем, что одобрил шариат, так как они это упоминают, издеваясь, смеясь и пороча этого человека. Не просто указывает на ошибку и то, что это является ошибкой, а придумывает ему всякие имена, клички и называют разными именами. Это явно указывает на то, что человек это не делает с хорошей целью, а делает это только, чтобы поднять себя, для личной выгоды. Аллах Та'аля говорит: «Вайлюль ликулли хумазати люмаза». И горе каждого, говорит, кто хумаза и люмаза, имеет два этих качества. То есть наносит вред людям, издевается над людьми своими словами и своими действиями. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, этот хадис приходит в Бухари, приводит Бухари, Вадаб аль-Муфрад, Тирмизи приводит, Ибн Хиббан: «Инна шарра наси манзилатан инда Аллахи ман вадаху насу иттикаа фухшихи». Самые худшие люди положением перед Аллахом, это те люди, которых сторонятся люди, боясь их зла, боясь их языка, боясь их руки, боясь их действий, боясь их насмешек. Это самые худшие люди положением перед Аллахом. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна Аллаха юбгидуль фахиш аль-бави». Поистине Аллаху ненавистен аль-фахиш, тот, кто совершает фахиша. Что такое фухш? Фахиш от слова фухш. Что такое фухш? Это когда что-то переходит свои границы, переходит нормы, вот есть норма установленная, и она чрезмерно переходит эта граница, это называется фахиша. И фахиша, хоть у нас и у татаров привыкли это объяснять, как это зина, и у арабов также есть, называют фахиша, зина называют фахиша, но в основе это любое мерзкое дело, любое мерзкое слово, которое все люди считают мерзким. И поистине Аллах говорит, ненавидит, не любит аль-фахиш, тот, кто совершает мерзкие поступки. И аль-бави, у кого слова мерзкие. То есть, если нормальный человек стесняется говорить эти слова, использовать эти слова. Если нормальный человек стесняется эти слова использовать, значит,
вот это ненавистно Аллаху. Как мат, например. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, во время хаджа люди подходили к нему и говорили: я совершил это действие, прежде чем совершить это действие, я побрил голову, прежде чем кинуть камни, я кинул камни, прежде чем побрить голову, я совершил таваф, прежде чем совершить это другое какое-то действие. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ибад Аллах, инна Аллаха вада аль-харадж». Поистине Аллах снял с вас грех. То есть то, что вы что-то сделали вперед, в некоторых действиях там разрешается. То есть есть действия, которые нужно совершить, но порядок их не обязателен. И когда люди подходили, говоря, что вот я нарушил порядок, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: нету греха. Грех будет тому, говорит, в эти дни, тому ман иктарада ирда ахихи фадалика аллази хариджа ау халяка. Поистине грех будет тому, тот, кто, говорит, покусился на честь своего брата. На честь своего брата. И этот человек тот, который совершил грех, и этот человек, который погиб из-за своего действия. То есть, когда человек... В хаджи очень много это бывает. Например, человек таваф делает. И, например, в тавафе является сунной тронуть камень или поцеловать камень. И некоторые люди, чтобы поцеловать этот камень, расталкивают хаджиев, толкают их, потом матерятся, кричат на них, злятся на них. И при этом желают совершить то, что разрешено, оставление чего разрешено, для того, чтобы совершить запретное. То, что является желательным совершения, но оставление его разрешено. Разрешено сунну оставлять, разрешено мустахаббы оставлять, какие-то желательные действия. Но они пытаются совершить желательное действие, при этом, чтобы достигнуть этого желаемого, желательного действия, они совершают что? Харам. Они совершают харам. И при этом говорят многие оскорбительные слова по отношению к ним. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Куллю муслимин аля муслимин харам, ирдуху ва малиху ва дамуху». Говорит, честь, имущество, кровь каждого мусульманина харам другому мусульманину. То есть харам нарушать эти вещи. Харам совершать по отношению к этим вещам бесправие. Запрещается одному мусульманину нарушать честь другого мусульманина. Запрещается ему без права на это забирать его имущество. Запрещается ему проливать его кровь. Ат-таква хахуна, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, поистине богобоязненность здесь. То есть, указывая на этим, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, хочет сказать то, что тот, у кого здесь богобоязненность, он не будет совершать эти вещи. Он не будет совершать эти вещи. И достаточно, говорит, человеку зла, греха, для того, чтобы войти в ад, для того, чтобы погибнуть, для того, чтобы быть несчастным. И это, говорит, пренебрегать своим братом-мусульманином. Пренебрегать своим братом-мусульманином. Или порочить своего брата-мусульманина. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: не забывайте, говорит, аль-муслиму аху муслим. Поистине один мусульманин является братом другого мусульманина. Ля язлимуху, валя яхдулуху, валя яхкируху. Он не совершает зулм по отношению к нему. Он не оставляет его без помощи. И он не порочит его. И достаточно, говорит, зла человеку, достаточно греха человеку, если он пренебрегает своим братом-мусульманином. Своим братом-мусульманином.
Аллах Та'аля говорит: «Инна аллазина юхиббуна ан таши'а аль-фахишату фил лазина аману лахум азабун алимун фид дунья валь ахира». Некоторые люди не используют свои языки или руки для того, чтобы вредить верующим людям. Но Аллах Та'аля упомянул тут другую группу людей. «Инна аллазина юхиббуна ан таши'а фахишату фил лазина аману». Те, говорят, кто согласны с тем, или хотят, или им нравится то, что распространяется мерзость среди мусульман. То, что они враждуют друг с другом, то, что они называют себя какими-то именами, то, что они разделяются, то, что они совершают какие-то грехи, то, что этот грех распространяется среди мусульман. Если какая-то есть группа, и они довольны этим, то говорит: «Ляхум азабун алимун фид дунья валь ахира», им будет мучительное наказание фид дунья, в этом мире, вафиль ахира, и в следующем мире. То есть недостаточно только не приносить зла, но еще не желать надо, чтобы это зло распространялось. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: есть, как мы сказали, один большой грех, у него есть разные уровни. И по отношению к разным людям степень его тяжести будет по-разному. Даже если два человека одинаково совершили вот этот грех, то по отношению к разным людям тяжесть этого греха будет разной. И тут пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в особенности указал сторониться нанесения зла, кому надо в особенности сторониться, это, говорит, сосед. Сосед — тот, кто рядом живет с тобой, тот, кто рядом работает с тобой, тот, который рядом находится с тобой все время. «Ля ядхулюль джанната», не войдет в рай, «ман ля я'ман джаруху баваикаху», не войдет в рай сосед, которого не находится в безопасности от его зла. Если сосед не находится в безопасности, боится твоего языка, боится твоих рук, боится твоего вреда, который исходит от тебя. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, этот хадис приходит в Бухари: «Валлахи ля ю'мин», клянусь Аллахом, не уверует. Клянусь Аллахом, не уверует. Клянусь Аллахом, не уверует. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, трижды повторил это, и у него спросили: «Ман я Расуль Аллах», кто же это, о посланник Аллаха? И он сказал: «Аллази ля я'ману джаруху баваикаху», тот, сосед которого не находится в безопасности от его зла. То есть по отношению к соседу, если человек издевается над своим соседом, и человек, который издевается над каким-то другим человеком, то грех по отношению к соседу это будет более тяжкий. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: кто верует, «Ман кана ю'мину билляхи валь яумил ахир», кто верует в Аллаха и в судный день, «фаля ю'зи джараху», пускай не вредит своему соседу. В другом риваяте сказал: «Фаль юхсин иля джарихи», пускай совершает праведные, хорошие дела по отношению к своему соседу, пускай будет в хороших отношениях к своим соседам. Однажды пророку, саллаллаху алейхи вассалям, упомянули одну женщину. Это хадис приводит Абу Хурайра. «Инна фуляна тусалли лейля ва тасумун нахар». Одна женщина читала ночные намазы и постилась днем. То есть это читать намаз и поститься днем, это польза для кого? Польза только для этого человека. Также? То есть польза, которая ограничивается этим человеком. А в исламе польза, которая выходит за рамки этого человека. Не только когда ты себе только помогаешь, пользу приносишь, а еще другим. Предпочтительней пользы, которые ограничиваются только тобой. Пользы, которые ограничиваются только тобой. А что, если ты
не то, что пользу приносишь, а вред наносишь другим. Есть вред, который ты наносишь себе только, а есть вред, который ты приносишь другим. Тут такой вред еще хуже, чем вред, который ты наносишь только самому себе. И говорит, она говорит, «Ва фи лисяника шай'ун ю'зи джиранаха». И в ее языке, говорит, есть то, что приносит вред ее соседам, вредит ее соседям. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ля хайра фиха», нету блага в ней. Даже если она ночами намаз читает и днем уразапу держит. Нету блага в ней, потому что эта польза только ограничивается ей. А вред, который она приносит, не ограничивается ей, а выходит даже за ее пределы. Поэтому ля хайра фиха, нету блага в ней. Следующая группа людей – это умершие, которые никак не смогут вернуть тебе в этом мире, но смогут в следующем. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Узкуру махасина маутакум». Вспоминайте хорошие качества умерших. «Вакуффу ан масауихим». И воздержитесь от их недостатков. Упоминайте хорошие качества умерших и воздержитесь от их плохих качеств. Не упоминайте их, тем более, если люди не знают. Ладно, если человек явно делал, все знали об этом грехе. Но если знала группа, но не знала группа, то не упоминайте эти вещи. Упоминайте только хорошие качества. Приводит Хаким и подтвердил его достоверность ад-Дахаби, имам ад-Дахаби. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ман да'a раджулян биль куфри ау каля адув Аллах, ва лейса калялика илля раджа'a алейхи». Опять предупреждение от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы человек был хозяином для своего языка. Тот, кто сказал другому человеку кафир, то есть сказал, что он кафир, неверующий, или сказал, ты враг Аллаха, а он таковым не является, то это вернется ему самому. То есть это является большим грехом. Он станет большим грешником. Не то, что он станет кафиром, но есть вероятность, что по причине этого Аллах накажет его этим. Аллах накажет его этим. Поэтому это очень опасно. Поэтому мы и сказали в начале урока, что вот эти вещи являются основой. А то, что когда иногда нужно сказать про какого-то человека плохо, или нужно какой-то гайбят про него сказать, есть условия определенные, и вот эти условия нельзя никак нарушать. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Лямма уриджа би», когда я вознесся, «Марарту би каумин ляхум азфарун мин нухас». Я прошелся над группой людей, у которых были ногти из меди. Яхмишуна вуджухахум васудурахум, и они царапали свои лица и грудь. Этими ногтями разрывали, то есть вот эту кожу, которая на лице и на груди. Факульту ман хауля я Джибриль. Я спросил, кто это, о Джибриль? И он сказал, аллазина якулуна люхуман нас, ва якауна фи арадихим. Это те, которые вкушают мясо людей. Гайбят делают. Ва якауна фи арадихим. И задевают их честь. Им будет наказание то, что они будут разрывать. Потому что лицо, почему? Потому что когда человека честь задеваешь, то его лицо теряется среди людей. Он теряет свое лицо. И поэтому эти люди будут наказаны из того же вида. Будут терять свое лицо, будут разрывать свое лицо ногтями. До судного дня получается такое наказание. И следующая группа, которая тоже, по отношению к ним является
этот грех еще больше, это родители. Это родители. Инна миналь кабайр шатма раджули валидейхи. Говорит, является большим грехом, когда человек порочит своих родителей. И сподвижники удивились и говорят, вахаль яштуму раджули валидейхи. Как может быть, о посланник Аллаха, как человек может порочить своих родителей? Когда он начинает порочить отца какого-то человека, тот в отместку начинает порочить его отца. И получается, он стал причиной того, что начали порочить его отца. И как будто бы он сам порочит своего отца, потому что он совершает действия, которые приведут его к этому. Фаясуббу уммаху, ваясуббу уммаху. И порочит его мать, и тот порочит его мать. Также он сказал в другом хадисе, между порочением проклинает, говорит, если самым большим грехом является, когда человек проклинает своих родителей. И спросили, о посланник Аллаха, как же человек может проклинать своих родителей? И он говорит, он проклинает отца какого-то человека, и тот в отместку проклинает его отца. Проклинает его мать, и тот в отместку проклинает его мать. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ля тасуббуль амват», не порочьте умерших, фаиннахум кад афдау иля ма каддаму. Поистине они пришли к тому, что преподнесли. То есть, когда мы совершаем действия, мы преподносим для нашей жизни какие-то действия, какую-то награду или какое-то наказание получим. И они, говорят, уже пришли к тому, они уже получили за то, что совершили в этом мире. Следующий грех, это касается этого же греха, 51 грех, и он короткий, тут хадис и аят только упомянул, 2 хадиса и 1 аят. То есть это можно добавить даже к 50 греху, но имам ад-Захаби выделил его как 51 грех отдельно, специально. Авиятуль аулия Аллах. Аулия илля. Нанесение вреда приближенным Аллаху. Или враждовать с приближенными к Аллаху. Он приводит тот же аят, который привели в прошлом грехе. «Валлазина юдуна аль-му'минина валь-му'минат», те, которые вредят верующим мужчинам и верующим женщинам без права на это, не за грех, который они совершили, не за действие, которое они совершили, факад ихтамалю бухтан ва исман мубина, то они совершили великую ложь и большой грех. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приводит хадис, этот хадис аль-Кудси, то есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, делает риваят тут от Аллаха и передает слова Аллаха, но эти слова не входят в Коран. «Ман аада ли валиян факад аазантуху биль харб». Тот, кто будет враждовать приближенным ко мне человеком, то я объявлю ему войну. То есть лишу его своей милости, я лишу его своей помощи, сделаю его лишенным и приведу его к погибели. Кто враждует с приближенным ко мне? Кто приближенный к Аллаху? «Инна аулия Аллахи ля хауфун алейхим ва ля хум яхзанун». Поистине приближенные к Аллаху, не будет им страха и не будут они в печали. «Алладина аману ва кяну яттакун» – это те, которые уверовали и были богобоязненными. Вот критерий. Те, которые уверовали и были богобоязненными. То есть это все рабы Рахмана. Все рабы Рахмана. Все, кто является рабом Рахмана, они приближенные к Аллаху в зависимости настолько, насколько они соответствуют этому аяту. Настолько, насколько соответствует этому аяту. То есть те, которые уверовали и сторонились гнева Аллаха, сторонились действий, которые гневают Аллаха. И это очень опасно, так как Аллах Субханаху ва Тааля тут говорит «Аадантуху биль харб», объявли ему войну. И также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал Абу Бакру: «О Абу Бакр, ин кунта агдабтахум лакад агдабта раббак». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал Абу Бакру: если ты
разозлишь их, имеется в виду бедняков из числа переселенцев, мухаджиров, то ты разозлишь своего Господа. Потому что они переселились, оставили свое имущество, свое положение и ради религии переселились в Медину, так как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, призвал их, и они ответили его призыву, ответили на приказ Аллаха, ответили на приказ пророка и переселились в Медину, но из-за этого они стали бедными. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит Абу Бакру: если ты их разозлишь, то разозлишь Аллаха. То есть они стали приближенными к Аллаху, и поэтому они совершили благое дело, великое благое дело, оставили грехи. И по причине того, что если их разозлишь, то можешь разозлить своего Господа, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому мы тут видим, что даже большие грехи, они разнятся между собой, являются разными. Они все являются большими грехами. За каждый человек получит свое воздаяние в этом мире и в следующем мире. Но при этом надо помнить, что даже большой грех, он не является одинаковым, а по отношению к разным людям он может иметь более сильные последствия, худшие последствия. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. الله أكبر الله